Почему, спрашивают, столько много негативных явлений? А потому что не говорим должным образом об исламе. Если объясняешь, рассказываешь, тебя не одобряют. Незачем рассказывать об этом, считают они. Прячешь болезнь, смерть разоблачит. Вот сейчас многие молчат о шиитах, они исмаилиты. В Нарыне открыли университет имени Ага-хана. В Аше построили и открыли школу. Если спросишь, в ответ говорят, что у нас либеральные законы и свобода религии. Мол, пусть работают, мы не запрещаем. Пока они не угрожают государству, незачем применять меры. Эй, когда они будут представлять реальную угрозу, будет уже поздно что-либо предпринимать, да и не сможешь их остановить уже никакими силами. Не остановишь. Тогда уже будет поздно. Пламя наберет силу, и ты не то чтобы его погасить, себя не сумеешь спасти. В Сирии так и происходит. Поэтому уже сейчас нужно запрещать некоторые джамааты, общины, фиркы. Нам шииты не нужны. Нам не нужна такая демократия, касаемая нашей истинной религии. Мы, мусульмане Ахлю Сунна валь Джамаа, пришли на этот свет в этом джамаате. Были бы огромным Китаем, где малая часть граждан перешла бы в другое русло, остальная часть этого и не заметит. Нет, нас мало. Сами знаете, у нас революция совершается за 4 часа. Мы малочисленный народ. Утром позавтракали с манты, в обед революция и вечером обратно в столовой ужинаем плов. Мы маленькая страна, и нам не нужна такая демократия в религии. Нам необходим наш истинный и чистый ислам. Наша государственная власть вносит предложение о том, чтобы мусульмане нашей страны придерживались ханафитского мазхаба, были суннитами. Я считаю это правильным шагом. Мы должны поддерживать только это. Законы Российской Федерации о вероисповеданиях гласят, что на территории данной страны разрешены православие, ислам и иудаизм. Другими словами, мелкие секты и течения запрещены. Мы тоже нуждаемся в таком законе. Пусть православы со своей церковью будут причислены к легальным, так как они никого никуда не принуждают, но таких мелких религиозных сект, как баптизм, кришнаизм и так далее, их нужно запретить. Зачем нам шииты? Пусть возвращаются туда, откуда прибыли. Если вдруг возникнут спорные вопросы по разделению земли либо на религиозной почве, упаси Бог, конфликт никогда не разрешится. Почему я говорю об этом? Меня те шииты и иностранцы приглашают к себе. Приезжайте, будете гостем дорогим. Мы можем подарить новую мебель. Куда хотите отправиться в путешествие, естественно, за наш счет. Им было бы удобно, если бы я не затрагивал вопросы, подобные этой. Но моя обязанность разъяснять такие вопросы, достучаться до простых граждан. Понимаю тонкие нюансы вопросов религии, так как изучал именно религию. Это моя работа. Не умею забивать гвоздь. Если с этой стенкой что-нибудь случится, либо эта штука погнется, я не разбираюсь в вопросах плотничества, но разбираюсь в вопросах религии, поэтому и не могу молчать. Не зря ведь чувак аж 10 лет изучал религию в Мекке, не просто так носит челму, имеет право так говорить. Почему другие молчат? А что делать, если остальные не знают? Значит, нам не нужны шииты. Их нужно вежливо выпроводить из страны, если встретиться, где-нибудь поздороваться и дальше не заходить. На этом и все. Почему они должны уводить нас с истинного пути ислама? 40 гектаров земли им предоставлено в Нарыне. Еще дошло до меня, что в Нарыне многие девушки забеременели в результате временного никаха. Виноваты мои уши. В Аше, когда привезли канонические книги, местные жители попросили не спорить их с шиитами. Если ты боишься сейчас, то что будет завтра? Как ты смотришь на то, что один, согласно временному никаху, возьмет твою дочь на 1 день, другой на 2 дня, а книгу Аллаха, священный Коран, шииты считают неполной, незавершенной книгой? Поносят грязными словами Айшу, да будет доволен ее Аллах, Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, покрывают руганью, бронят Умар ибн Аль-Хаттаба, потом за это считать их мусульманами? Хотя сейчас говорят про обходительность и дипломатические отношения. Эти отношения принесут нашему народу лишь трудности в ближайшем будущем. И вот тогда Сирия начнется и на нашей земле. Пусть Аллах убережет от этого. Там сейчас война не между неверными и мусульманами. Нет, там проливают кровь друг друга шииты и сунниты. В конце концов, ведь нужно обучать не тому, как погасить загоревшийся дом, а нужно учить предупреждать такие опасные обстоятельства заранее. Или обязательно сначала необходимо пошуметь хорошенько и только потом лечить? Нужна ли кыргызстанцам война, как в Сирии или в Средней Азии? Определенно нет. Тогда нужно сопроводить шиитов. Или пусть ходят, набирают в свои ряды киргизов, а завтра полстраны станут шиитами. Если придут шииты, завтра многие из-за незнания туда вступят. И придет день, когда половина народа шииты, половина сунниты. И что если работники правоохранительных органов могут вступить в ряды шиитов? На данное время из-за увеличения числа шиитов в Саудовской Аравии возникают больше трудностей. В конфликтах, которые разгорелись в Турции, тоже замешаны шииты, а в Сирии война идет полным ходом. Поэтому нужно быть осторожными. Необходимо знать, куда ходят ваши дети.
Взрослые должны доводить друг другу. Наша общая обязанность – сохранить единство и суверенитет Кыргызстана и передать его следующему поколению. Да, возможно, наши руководители и не в курсе этих событий в стране, так нужно до них достучаться, рассказать, объяснить. Проблема не исчезнет, если мы закроем глаза на них и перестанем замечать. Раз видим и слышим, что происходит, нужно предпринимать меры. Да, возможно, экономисты не поймут суть всего дела, физики всего не понимают, химики не разбираются. Это дело богословов. Богослов понимает суть всего дела. Доведите, собратья, до остальных. Нам шииты не нужны.